Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что у вас случится за 48 часов? Загадайте, пожалуйста, на себя. Желательно, конечно, задать вопрос от своего имени. И давайте вместе посмотрим, что у вас случится за 48 часов. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, цыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, здесь показали, что вы как будто бы за столом сидите и над чем-то усердно работаете. Кто-то за компьютером будет работать, кто-то будет рукодельничать, кто-то, возможно, будет много писать, либо что-то чинить, ремонтировать. Ну, вы все у меня разные, но много времени на это потратите. Больше, чем рассчитывали, ну, либо больше, чем располагаете. Да? Возможно, даже придется как-то планы поменять и полностью с головой уйти в эту работу. Работа вас ждет, по-другому и не скажешь. Работа, которую, возможно, вы и не планировали, либо считали, как-то быстро справлюсь, либо быстро сделаю. Но нет, придется, конечно, посидеть, придется, конечно, потрудиться. Дальше, мои хорошие, телефонный звонок, который поднимает вам настроение. Я так понимаю, что речь пойдет о чем-то хорошем. То есть вам что-то хорошее сообщат, либо кто-то очень для вас хороший сможет до вас дозвониться. Вы как поговорите по телефону, так вам прям сразу легче станет. Настроение у вас улучшится, и тонус у вас поднимется, и вообще такая будете ходить и улыбаться. Ну, либо мужчина, просто переворачивайте на себя. Хороший такой добротный, позитивный телефонный звонок вас ждет. Дальше, мои хорошие, встреча с женщиной, которая старше вас по возрасту. Это может быть знакомая, это может быть родственница, может быть просто какая-то женщина, просто старше вас по возрасту. Вижу, что вы с этой женщиной что-то обсуждаете, и эта женщина дает вам обещание, ну, допустим, что-то для вас сделать, либо в чем-то вам помочь, и вам тоже будет это приятно. Вы не то чтобы напрашиваетесь, не то чтобы вы просите, эта женщина сама будет предлагать. И вижу, что вы не откажетесь, потому что вам это нужно, либо для вас это будет полезно. Мужчина куда-то уезжает, прощаться с вами будет. Ну, либо он на время уезжает, либо это какая-то командировка, может быть, целый день его не будет, а может быть, несколько дней не будет. У кого-то явно то ли муж, то ли сын в командировку поедет, но у кого-то, может быть, какой-то знакомый будет уезжать и к вам заскочит, с вами попрощается. Грустно вам будет от того, что мужчина уезжает, но с другой стороны, вы понимаете, что он не просто так едет, да, скорее всего, дела, работа, карьера, то есть пожелайте хорошего пути. Может быть, даже что-то у него закажете, либо какие-то пожелания выскажете. Да, мужчинке прям даже очень жалко с вами прощаться, гораздо жальче, чем вам, если честно. Вот. Он по вам скучать гораздо больше будет, чем вы по нему. Ну, либо он разлуку с вами гораздо хуже переносит, чем вы с ним. И так можно прочитать. Такие глазки чуть ли не плачет. И вы такая, в душе улыбаетесь, думаете, ох, мой ты хороший, да? Прям, да, с легким сердцем отпускаете, но грустинка присутствует. Дальше, мои хорошие, неожиданно для себя вы какую-то вещицу найдете, которую считали бесследно пропавшей, потерянной, утерянной, может быть, выброшенной, либо украденной.
в самом неожиданном месте вы эту вещицу найдете и очень сильно обрадуетесь. Обрадуйтесь не вещице, а скорее тому, что вы нашли. И вижу, что вы эту находку воспринимаете как добрый знак. Ну, в принципе, оно так и есть. Это добрый знак, вам небеса этот добрый знак посылают. Вы о чем-то будете думать в момент, когда найдете эту вещь. О каких-то своих мыслях, либо переживаниях. Вот то, о чем вы думаете, вот именно там ждите благополучия, что все хорошо закончится, либо все исполнится. А эта вещь вам откроется как добрый знак, да, подтверждение, что все будет хорошо. Еще с кем-то вы будете переписываться. Причем очень, кстати, как-то нудно все идет. Человек какой-то нудный, либо все нужно объяснять, по несколько раз одно и то же писать. Прям много времени на это потратите, злиться будете, я вижу. Какая-то бесконечная переписка. Мужчина с женщиной обнимаются, классно проводят вместе время. То ли вы на свидание очень крутое пойдете, то ли вы со своим любимым просто вечером дома вместе посидите, очень здорово время проведете. Ну, прям такая тут красота, идиллия, романтика. Так, здесь птица резко взмывает вверх. Это хороший знак. Это знак ускорения. Что-то ускорится. Ну, допустим, вы чего-то ждете, события ускоряются. Либо вам нужно что-то сделать, да, быстро вот сделать, либо многое успеть за один день. Вы будете ускоряться, и мало того, что все быстро делаете, все еще и хорошо и правильно делаете. То есть равных вам не будет. Ну, либо что-то очень скоро случится. Гораздо быстрее, чем вам, например, говорили, обещали. Да, быстро. Здесь именно скорость и быстрота идет. Ну и опять же качество. Качество тоже есть. Тут вы довольны, абсолютно довольны. Дальше. У мужчины маленький хвост. Какого-то мужчину на лжив поймаете. Не сможет он вас обмануть. Либо раскроете обман со стороны мужчины. Мужчина может быть как свой, так и чужой. Но за хвост вы его точно схватите. Хвост, правда, маленький, то есть какая-то ложь несущественная, ну, либо не опасная, но тем не менее. Вы его так за хвост хватаете и говорите: ага, все, теперь не открутишься. Мужчина будет просто в шоке от ваших способностей чувствовать ложь, чувствовать обман. Вы его не на шутку напугаете. С такими огромными глазами он на вас смотрит и думает: блин, точно ясновидящая. Ой, вот это я попал, да? Мамочка, спаси. Да, девчонки, если рядом еще другие люди будут, то они тоже будут на вас такими огромными глазами смотреть. Прям мастер-класс покажете, как чувствовать ложь, либо как обманщика выводить на чистую воду. Но как-то вы его шустро, резко за хвост схватите. Так что он аж прям напугается, бедняжка. Ну, если мужчина ваш, ему явно достанется. Если мужчина чужой, то, наверное, хвост ему все-таки тоже открутите. Но вы такая, вы с огоньком женщина. Ну, а если вы мужчина, смотрите мою отсыпочку, просто переворачивайте на себя. Так что да. Дальше маленький кораблик, и кто-то его прям подталкивает. Ну, кораблик — это мечта, это желание, это даже какая-то приятная поездка. Кто-то вас подтолкнет, либо кто-то подсобит в том, чтобы ваша мечта, ваше желание, либо ваша поездка осуществились. Кто-то добрый, кто к вам очень хорошо относится. Еще странная картинка. Люди шепчутся у вас за спиной, но с правой стороны. То есть либо это родня, либо близкие подруги, либо это сговор, заговор, но не с целью навредить, а наоборот, с целью помочь, либо что-то хорошее для вас сделать. Вот. Какое-то у вас ощущение пойдет, неприятно, конечно, что шепчутся за спиной, а с другой стороны, вот вы смотрите на них и думаете: разве эти мордашки могут что-то плохое сделать, да? Тем более это ж мои знакомые, родные, близкие. Не нужно по пустякам эмоционировать, и опять же с правой стороны явно неплохое затевают, либо неплохое говорят. Вот. Сделайте вид, что ничего не заметили. От вас не убудет, а людям это все-таки как подспорье, да, дальше продолжать свое дело. О хорошем они говорили, либо будут говорить, не о плохом.
Мне почему-то кажется, что они вам хотят то ли какой-то подарок все вместе купить, то ли чем-то все вместе помочь. Вот как-то так мне идет. Но явно никаких дурных мыслей нет, и дурных разговоров тоже нет. Не те люди, чтобы дурное думать либо делать. Так, с левой стороны острый момент между вами и кем-то. Но здесь вас могут провоцировать на конфликт. Человек может это делать специально и не специально. Да? Может быть, человек как-то себя странно, глупо, по-дебильному ведет, и вы просто не можете на это равнодушно смотреть. А может быть, человек это специально делает с целью, например, вас позлить. Да? Но, тем не менее, не идите на эту провокацию. Дуракам закон не писан, ничего тут не поделаешь, а вы, пожалуйста, будьте умнее. Не надо ни с кем ругаться, берегите свои нервные клеточки. Так, фонарик. Кто-то фонарик зажигает, но фонарик, он маленький и света много не дает. Кто-то, скорее всего, пообещает вам помочь, либо уже пообещал. Но помощь такая, знаете, 50 на 50, плюс-минус половинка где-то идет. Вот, так что слишком там не обольщайтесь. Да, человек что-то сделает, но не в полном объеме, либо не так, как вам бы хотелось. Помощь какая-то скудная мне на самом деле идет. Но, тем не менее, все равно помощь есть. Дальше. Ребенок. Вот у кого детки маленькие, там школьники, допустим, есть какие-то детские нужды, детские траты-затраты. Может быть, ребенку что-то нужно, там, костюм в школу, может быть, какие-то билеты нужно, да, куда-то на экскурсию идут, может быть, что-то нужно приобрести. Вот, еще будете сидеть, голову ломать, где деньги взять, где купить и как это все быстро сделать. Да, дети подкинут головоломку, подкинут проблемку, какой-то квест. И придется, конечно, вам напрягаться и решать. Также тоже вот с детьми связано, но тут, наверное, уже более как взрослые дети идут. Кого-то из мамочек либо папочек ждет достаточно беспокойная ночь, потому что ребенок может задержаться на прогулке, и телефон, например, будет недоступен, да, не в сети, недоступен, скорее всего, разрядится. Вот, а вы будете сидеть как на иголочках и нервничать, да, где же моя дитятка, ночь на дворе. Но ребенок гуляет. Так иногда бывает, и у взрослых так иногда бывает. Телефоны такая штука, да, может и разрядиться. А может быть, ребенок, зная ваш характер, либо вашу манеру воспитания, может быть, специально скажет, там не мог время посмотреть, телефон разрядился. Да, просто хочется гулять, оно ведь дело молодое, сами понимаете, сами такие были. Вот, беспокойство ваше вижу. И еще работа. Работа со спины подкрадывается к кому-то. Работа то ли не ваша, то ли вы не рассчитывали на такой большой объем работы. Может быть, на вас даже что-то скинут, перекинут. Либо такая вот необходимость делать вам. Допустим, если вы работаете в коллективе, кто-то может заболеть, приболеть, не выйти. А работу-то надо делать, да, и придется вам и свое, и чужое. Также, возможно, вы дома что-то начнете делать, а потом то одно, то второе, то третье подтянется. И вы такая, что ж, на полдороги не буду останавливаться, да, но негоже полдома убрать, половину грязной оставить. И вот как впряжетесь, и так прям от рассвета до заката так и получится, да, либо до глубокой ночи. Кто-то будет убираться, наводить чистоту. Но вы такая немножко шальная в этом плане. У вас пока не идеально, вы спокойненько сидеть не сможете. Так, еще какая-то удачная поездка. Мне кажется, что это что-то связано с магазинами, магазины, покупки. В какое-то место вы очень удачно попадете. Случайно. Хорошие цены, богатый выбор, ассортимент прям весь в наличии.
вы, во-первых, и деньги потратите, но с другой стороны вы будете довольны, потому что купите, например, с хорошим предложением, да, по хорошему предложению, с хорошей скидкой, а может быть даже еще там с подарками, с какими-то. Прям такая славная поездка вас ждет. Устанете, конечно, но тем не менее вернетесь домой довольная. Потом будете перебирать свои покупочки и думать: ах, какая я молодец, как удачненько я зашла в этот магазинчик, да, либо там торговый центр. Прям скупитесь. Ну и потратитесь, конечно, но куда без этого. Дальше, мои хорошие. Вижу человека с левой стороны, который, я так понимаю, пытался вам навредить и сам же в свою же ловушку попал, так можно сказать. Кто-то неприятный, и у вас с этим человеком давно уже какие-то терки происходят, да, давно выяснение отношений идут, неприязнь какая-то с этим человеком. Вижу, что человек для вас ловушку готовил, прям капкан готовил, и сам же в него, либо сама же в него угодила. Так мне идет. То, что вы скоро услышите, вас поразит, но ничему не удивляйтесь. Знаете, что это все законно и вполне себе логично. Ведь есть же пословица: не рой яму другому, сам в нее попадешь. Вот приблизительно такая же история и произойдет. Человек хотел вам навредить, навредил сам себе. Так мне идет. Злорадствовать можно, удивляться не нужно. Так, еще, мои хорошие, кто-то вас согреет. Вот именно согреть. Согреть — это подарить вам любовь, подарить вам теплоту, поухаживать за вами, что-то хорошее для вас сделать. Показывает человека, как будто бы это аист, и он вас вот так вот крылышками, да, берет и согревает. Красивый мужчина будет за вами ухаживать, либо славный мужчина очень много хорошего для вас делает. Будет очень-очень приятно. И девушки, в себе не надо сомневаться. Вы хороши как никогда. И этот мужчина, он не только смотрит на ваше лицо, либо на ваш возраст, он видит вашу душу. Поэтому он вас вот так своими крылышками закрывает и согревает. Да, здесь именно желание сердца. Не хорошее воспитание, не там какая-то обязаловка, а именно желание сердца. Вот других он так не греет, а вас согреет. Поэтому делайте правильные выводы и не упускайте свой шанс. Вот в прямом смысле слова не упускайте. И еще, кого зовут на букву В? Мужчины и женщины. Обращаюсь к вам, кого зовут на букву В. В ближайшие 48 часов что-то невероятно чудесное с вами может случиться. Но для того, чтобы это с вами случилось, вам нужно будет либо из дома выходить, либо в принципе куда-то пойти. Может быть, вас куда-то зовут, а вы не хотите идти. Либо вы отчаянный домоседка. Выходите. Кто выйдет, кто на улицу пойдет, либо кто на приглашение откликнется, вы явно не пожалеете. Нечто невероятное и чудесное вас ждет. Вы звезду ловите. Звезда прям в руки вам падает. Ну, классный знак. Ну, кого зовут на другие буквы, вы не отчаивайтесь. И на вашей улице будет праздник. Всему свое время. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.